Читаем парламентскую газету от 23 ноября 2017 года под номером 43. Статья «В моногорода приглашают индивидуальных предпринимателей». Градообразующие предприятия небольших населенных пунктов могут заинтересовать не только крупных инвесторов. Программа развития моногородов действует с 2016 года. На ее реализацию в этом году в бюджете заложено 16 миллиардов рублей. Однако не всегда проблемы таких населенных пунктов решаются только деньгами. О том, как изменить жизнь в моногородах, шла речь на парламентских слушаниях в Госдуме 13 ноября. Моногород – населенный пункт, выстроенный вокруг крупного предприятия. Отраслевая направленность расположенных в таких населенных пунктах заводов разнится. Это текстильное производство, машиностроение, металлургия, деревообработка, а также предприятия ВПК. Учитывая столь разную специализацию, далеко не всегда удается вдохнуть жизнь в градообразующие предприятия. Имеет значение и размер моногородов. Таковыми сегодня считаются не только города с населением от 50 тысяч человек, самый крупный из них Тольятти, но и небольшие поселки в 3-5 тысяч человек, рассказал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Ключевую роль в решении проблем моногородов выполняет закон о территориях опережающего социально-экономического развития, принятый в 2014 году. Во многом именно на нем базируется мероприятие программы по развитию моногородов, которая стала фактически национальным проектом. Закон предполагает, что на территории опережающего развития действуют налоговые и страховые льготы, привлекательные для инвесторов. Фактически благодаря им были спасены такие крупные населенные пункты, как Тольятти и Набережные Челны, ситуация в которых всего несколько лет назад грозила социальным взрывом. Привлеченные за 2 года действия закона инвестиции в моногорода превысили 777,4 миллиарда рублей. Создано 164 тысячи новых рабочих мест, рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов. Однако в законе ВТОР есть существенный изъян, который препятствует решению проблемы моногородов с небольшой численностью населения. Только города, где проживают более 5 тысяч человек, могут образовывать ТОР и привлекать инвестора, пояснил депутат Алексей Диденко. По его мнению, это лишает перспектив малочисленные моногорода, которых около 15%. Будем готовить поправки в закон. Все моногорода, независимо от численности, должны быть допущены к инвестпрограммам, считает парламентарий. О том, какими могут быть эти поправки, парламентской газете рассказал член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Балыбердин. Прежде всего, важно снизить порог входа в инвестпрограмму для потенциального инвестора. Сейчас, рассчитывающий на льготы ТОР, инвестор должен вложить не менее 10 миллионов рублей и создать не менее 20 рабочих мест. Это небольшие цифры для крупных моногородов. Но для предпринимателя из маленького поселка, где единственное градообразующее предприятие остановилось, это неподъемные показатели. Поэтому я за снижение порога, за то, чтобы льготниками могли становиться не только юрлица, но и индивидуальные предприниматели. Их инициатива может спасти, казалось бы, безнадежное поселение. Соответствующие поправки в закон о ТОР я сейчас готовлю к внесению в Госдуму. Статью подготовил Алексей Никишин. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.